История «Темный незнакомец, посланник смерти». Эта история, рассказанная мне очень давно, про человека, колхозника, живущего со своей семьей недалеко от города Якутска. Семья колхозника была простая, но очень дружная. Жена работала в магазине, а двое их детей, два мальчика, ходили в детский сад. Нельзя было сказать, что их семья была религиозной, но также нельзя сказать, что они отрицали существование потусторонних сил. Они всей семьей всегда ездили на ИСЭХ, всегда кормили огонь и почитали традиции, особенно о них не задумываясь. Жили они хорошо, не тужили. Шли годы, дети подросли и пошли в школу. И вот однажды, одним днем, у мужчины выдался очень сложный день. День колхозник провел, устраняя неполадки на заводе, и очень сильно устал. Придя домой, очень усталый, он решил прилечь, немного отдохнуть, но незаметно для самого себя задремал. Ему приснился сон. Ему снилось, что он сидит в большом зале, полном людьми. Ему показалось, что это была столовая. Был гомон и шум, много людей переговаривались, и он не мог понять, что он там делает. Он оглядывался и замечал каких-то знакомых и родственников то там, то здесь. И в какой-то момент в другом конце зала он заметил свою жену, и они встретились глазами. Мужчина помахал ей рукой и уже привстал, чтобы пройти к ней, но в этот момент он заметил, что к его жене подошел какой-то странный высокий человек в темной одежде. Этого человека ошеломил мужчину, потому что у него было совершенно черное лицо, на котором не было никаких черт, ни глаз, ни носа, ни рта. К возмущению мужчины тот заметил, что странный человек приобнял его жену за плечо и указал ей в сторону двери. Жена и этот странный незнакомец начали продвигаться к проходу, и мужчина, заторопившись к ним, начал проталкиваться сквозь народ. Но людей было очень много, и все они передвигались то туда, то сюда, и в какой-то момент мужчина потерял их из виду. Толпа людей чуть раздвинулась, и мужчина увидел, как жена и незнакомец, мирно беседуя и смеясь, идут к двери. На какой-то момент он снова поймал взгляд жены и начал указывать ей руками, чтобы та остановилась. Но жена лишь улыбнулась ему и, продолжая смеяться, вышла вместе с незнакомцем за дверь. Он проснулся и стал тереть руками глаза. Жена только что зашла домой с работы. Они поставили чайник, разогрели ужин и, смотря телевизор, мирно рассуждали о том, что было сегодня и что будет завтра. Когда вся еда была доета и чай допит, мужчина откинулся на стуле и рассказал жене о странном сне, который он только что увидел. Зная о недостатке своего воображения, мужчина, полушутя, спросил свою жену, а не приехали ли им в город, в село, какие-либо иностранцы. Жена, усмехнувшись, отмахнулась и сказала, откуда вы к нам, кто приедет. Потом день кончился. Следующее утро мужчина снова провел в работе. Нужно было починить многое и устранить неполадки. Но когда он пришел на обед, внезапно его потрясла страшная новость. Его жена попала в больницу с разрывом сердца. Так в те времена называли инфаркт. Способный поверить в произошедшее, мужчина поспешил в больницу. Но когда он туда прибыл, ему сообщили, что жена умерла. Смерть любимой супруги была словно гром среди ясного неба. Мужчина долго не мог прийти в себя от этой трагедии. Но пришлось сводить концы с концами, организовывать похороны, созывать родственников. Вот пришел печальный день. Все собрались и поминали жизнь веселой и приятной женщины, жены колхозника. Смерть стала шоком для всех, ведь, переговариваясь между собой, они все обсуждали, что ничто не предвещало этого скоропостижного и быстрого конца, такой еще совсем не старой женщины. Все, о чем мог думать мужчина, был тот странный сон, который он видел накануне. Уже изрядно выпив, мужчина поделился с родственниками о том, что накануне ее смерти он увидел странный сон о том, как странный, чернолицый незнакомец уводит его жену.
Озадаченные родственники стали обсуждать это загадочное совпадение. Все, что они смогли предположить, это то, что этот сон мог быть предвестием о скоропостижной кончине жены колхозника. Умный незнакомец мог быть символом смерти, который забрал эту женщину. И возможно, только возможно, если бы колхозник успел догнать свою жену и остановить ее, может быть, она осталась бы жива.